Торжественные линейки в школах республики пройдут 1 сентября. Министерство образования Башкортостана объявило свое окончательное решение. Быстрота реагирования и согласованность действий. 29 августа отмечается День спецназа. Произведение искусства для верующих. В городском храме «Отрады и утешения» живописцы расписывают купольное пространство. А теперь об этом и другом более подробно. В эфире выпуск новостей. В студии Лиана Кириллова. Здравствуйте. Министерство образования Башкортостана в ответ на многочисленные обращения граждан рекомендовало провести торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний 1 сентября. Таким образом, новый учебный год для сибайских школьников, как и положено, начнется 1 сентября, а не 2 числа, как сообщалось ранее. В этот день во всех школах страны пройдет урок на тему «Россия, устремленная в будущее». На этот же день выпадает мусульманский праздник жертвоприношения Курбан-Байрам, объявленный в республике выходным. В 2017 году праздник приходится на пятницу, поэтому, как сообщает Министерство труда и соцзащиты Башкортостана, продолжительность работы в четверг, 31 августа, сокращается на 1 час. В ведомстве пояснили, что при 5-дневной рабочей неделе выходными днями в республике в связи с праздничным днем Курбан-Байрам являются 1, 2 и 3 сентября. На основании статьи 120 Трудового кодекса Российской Федерации при предоставлении ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска нерабочий праздничный день Курбан-Байрам в число календарных дней отпуска не включается. Сегодня учебные заведения города заканчивают подготовку к новому учебному году. Готовы к посещению занятий и сами школьники. Однако не всем родителям оказалось под силу собрать своего ребенка самостоятельно. Общественные организации, а также инициативные представители частного предпринимательства Сибая позаботились о том, чтобы ни один школьник не остался без заслуженного праздника. Об итогах акции «Помоги собраться в школу» в репортаже Рената Музафарова. Настоящий праздник знаний. Подспорье для будущих школьников на пути познания взрослых истин. Ведь не секрет, что в данном процессе важны не только сами знания, но и средства для их получения. Оказать такую помощь сибайским опекунским семьям, в которых подросли первоклассники, вызвали специалисты отдела опеки и попечительства администрации города. Приглашенные ребята получили большой заряд позитива от анимированной программы, подготовленной специалистами клуба «Ровесник», получили добрые напутствия и, наконец, ученический рюкзак – главный атрибут любого школьника. Вы уже прошли определенный период дошкольный, теперь вы будете школьниками. У вас откроются новые двери знаний. Вот я хочу, чтобы вот по этой дороге знаний вы со своим ребенком шли вместе. Вместе учились, вместе знакомились с друзьями, вместе дружили, вместе познавали радостные и какие-то, может быть, огорчительные моменты. Вот когда все вместе делаешь и делишь это на двоих, на троих, тогда получается намного легче. Ну а чтобы каждый день у ваших ребят был праздником, мы хотим подарить вот такие яркие, хорошие портфели. Ежегодно специалисты отдела опеки и попечительства проводят мероприятия по вручению портфелей, канцтоваров первоклассникам, детям из числа детей-сирот, состоящих на учете в отделе опеки и попечительства. В этом году у нас 11 детей первоклашек пошли в 1 класс, и мы также вручили им портфели и канцтовары. Кроме этого, мы пригласили на данное мероприятие законных представителей, опекунов, которые присутствовали, вместе с детьми радовались, получили удовольствие вместе с нами. И я надеюсь, что данное мероприятие мы сможем продолжить и в последующие годы, и будем также поздравлять наших первоклашек, которые идут в школу. Вступая на тропу знаний, каждый ребенок с особым трепетом ждет первого в своей жизни школьного звонка. Евгения Сайфудиярова, получившая в этот день все средства для постижения знаний, очень хочет научиться читать и справедливо считает, что в этом истинный ключ познавательного процесса. В школу хочешь, и на какие отметки будешь учиться? На 5. Только на 5 будешь учиться? В здании Дома молодежи «Мир» на днях было не менее шумно и весело. Новые рюкзаки со всеми необходимыми принадлежностями в этот день получили больше 100 школьников. По итогам 7-й республиканской акции «Помоги собраться в школу» наш город опередил все ближайшие районы по объему собранных средств на благотворительные цели. В этом году граждане
города Сибай, предприниматели, руководители предприятий оказали огромную помощь семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. По сравнению с тем годом мы сработали, я считаю, что на 100%, потому что в общем сумма, в которую вот исчисляется вот вообще результат этой акции, 350 тысяч. В каждом из рюкзаков все необходимые принадлежности для учебы. Новые канцтовары каждый ребенок рассматривал с особым интересом. Бумага, города, то, что нас не забываете, ручки. приглашайте на все праздники. Вы очень Пенал. много сделали в этом году. Спасибо вам. В вашей большое. семье всегда царит Мне нравится мир такой и покой. профиль. И также приобретены вам. рюкзаки. И мы приглашаем Аллаяров Роберта. Возможность поучаствовать в благотворительной акции и подарить детям настоящий праздник предоставляется абсолютно всем желающим. Из года в год такое начинание находит все больший отклик среди горожан. В процесс вовлекается все больше частных и общественных организаций. По итогам прошедшего подготовительного сезона в список городских меценатов попали такие организации, как «Вперед Сибай», «Сбербанк», «Полиция» и другие. Все они признаются, улыбка на лице ребенка – самая большая награда за подобное доброе дело. Оказывая помощь детям, они оказывают неоценимую поддержку именно семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Видеть радостные лица детей – это, согласитесь, дорогого стоит. И сегодня я думаю, наша организация с этой задачей справилась. Все дети, получившие ученические наборы, в этот день искренне обещали проявлять должное усердие в учебе. Таким образом, благотворительные средства, пожертвованные сибайскими спонсорами проекта, обязательно окупятся в хороших отметках их подопечных. Ринат Музафаров, Радмира Сингулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. По сообщениям Главного управления МЧС России по республике, с начала пожароопасного периода на территории региона возникло 32 очага природных пожаров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество уменьшилось на 74 случая. Общая площадь возгорания составила порядка 350 гектаров. Хотя статистика и свидетельствует об уменьшении огненных происшествий, профилактика все равно имеет место быть. С 25 августа и до особого распоряжения правительства Башкортостана ввело особый противопожарный режим, коснувшийся лесного фонда республики. Согласно введенному противопожарному режиму, республиканским органам исполнительной власти поручено, а муниципалитетам рекомендовано осуществить комплекс противопожарных мероприятий, усилить надзор за обеспечением пожарной безопасности, организовать круглосуточное дежурство во всех пожарных подразделениях, обеспечить все населенные пункты телефонной связью, активизировать противопожарную агитацию. В республике сохраняется 3-й класс пожароопасности. На территории 24 районов прогнозируется 4-й класс, а в Федоровском и Дюртюлинском районах – 5-й. В период установления 4-го класса пожарной опасности лесные возгорания возникают даже от незначительных источников огня, быстро распространяются и создают дополнительные мелкие очаги. А при 5-м классе лесные пожары возникают от любого источника открытого огня. Горение происходит интенсивно и быстро распространяется. Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан призывает жителей быть крайне осторожными в обращении с открытым огнем, не разводить костры, не сжигать мусор и сухую траву, пресекать подобные попытки со стороны детей. Кроме того, необходимо исключить пребывание в лесу в районах, где установился 4-й и 5-й класс пожарной опасности. Контроль оперативной обстановки ведется с помощью мобильных групп в муниципальных образованиях, состоящих из работников лесничеств, работников администрации муниципальных районов или городских округов, сотрудников органов внутренних дел, личного состава государственной противопожарной службы, добровольных пожарных, местных жителей, а также путем космического мониторинга. В случае обнаружения лесного пожара или возгорания вблизи лесных массивов необходимо позвонить по единому бесплатному федеральному номеру лесной охраны. Сегодня, 29 августа, отмечается День спецназа. Структура и название этих войск за всю их историю менялись несколько раз, но суть оставалась неизменной. Это группа высококвалифицированных военнослужащих, предназначенные для розыска и задержания особо опасных вооруженных преступников, ликвидации бандформирований, освобождению заложников и прочих действий, требующих высокого уровня подготовки. Отличительной особенностью подразделений специального назначения является мобильность, быстрота реагирования, согласованность действий. Как признание особых заслуг подразделения особого назначения в обеспечении стабильности в стране, указом президента установлен День подразделений специального назначения. Он отмечается 24 октября. Сегодня же, 29 августа, в календаре значится как День спецназа Вооруженных сил Российской Федерации. И
последнее. В городском храме «Отрады и утешения» вот уже вторую неделю ведутся работы по нанесению монументальной живописи на внутреннее купольное пространство. Ежедневно иконописцы из Татарстана проводят на высоте по 8 часов, чтобы успеть завершить начатое в срок. Моя коллега Елена Афанасьева побывала в церкви и узнала о тонкостях и сложностях иконописного дела. Стенопись, фреска или монументальная живопись. Иконописцы по-разному трактуют нанесение образов на купол и барабан храма. Но главное не название, а сохранение канонической последовательности в расположении фигур, композиций и их привязанности к архитектуре церкви. 4 человека из иконописной мастерской традиционного изготовления православных икон города Чистополь, Республики Татарстан, ведут работы на высоте 12,5 метров. Для начала пространство разделили на ярусы, чтобы высчитать соотношение высоты и роста фигур. Затем нанесли карандашный эскиз, а уж потом приступили непосредственно к самой росписи. К слову, краски для этого используются долговечные. Используются фасадные акриловые или фасадные силикатные. То есть разные материалы. Силикатные более долговечные считаются, то есть более, но они на порядок дороже, то есть 10-кратно дороже. Хотя и акриловые краски сейчас, которые мы пишем, они тоже по немецким технологиям и разрабатываются теми же мастерскими, которые изготавливают и силикатные краски. То есть поэтому связующий здесь акрил, но по составляющим, по характеристикам очень схожи с силикатными красками. И самое главное, что они должны краски сохранять паропроницаемость, то есть дышащую поверхность. Конденсат впитывается благополучно в стены, и то же самое стены также благополучно эту влагу отдают. Если стены дышат, то тоже красочный слой не шелушится. Краски наносятся в 2-3 слоя, затем закрепляются лаковым покрытием. У каждого иконописца своя техника росписи. Одни детально прорисовывают свет и тени, другие особое внимание уделяют первоначальному эскизу. Но абсолютно все сходятся в едином. Важно при работе иметь чистые помыслы. Если ты православный человек и имеешь страх Божий, то ты понимаешь, что ты делаешь, во-первых, да, то есть ты понимаешь, что это молельные образа, что на них будут молиться люди, а второй, ты находишься на высоте, и ты как бы так, инстинкт самосохранения, я бы даже так сказал, потому что, то есть, за дурные мысли Господь может и вразумить шалбаном, понимаете, а когда ты на высоте 10-12 метров, как бы вольно-невольно ты контролируешь свои помыслы, и, то есть, как бы так, довольно-таки в собранном состоянии, это во-первых. Ну, а во-вторых, работа, она же творческая, там не просто мы что-то берем из головы тогда, то есть, как осенило, то и пишем. То есть, мы постоянно прорабатываем, постоянно находимся в работе, то есть, именно сочетание цветов какие-то там, да, вот такие проекты. Поэтому, кроме как о работе и о постоянном вот именно молитвенном обращении помощи Божией, то есть там других мыслей нет. Подобная роспись – дело дорогое. Создание фрески обойдется почти в 1 000 000 рублей. Идею монументальной живописи удалось воплотить благодаря неравнодушным людям и пожертвованиям прихожан. Роспись храма – это помогает нам, христианам, увидеть всю как бы церковь в полноте, небесную и земную, то есть небо и земля едины. И наверху, как обычно расписывается, то есть изображаются пророки, апостолы, изображаются святые, которые жили уже вот последние 2000 лет в бытие христианской церкви. То есть мы вместе со всеми святыми. Это самое главное, то есть что? Единство. А когда есть единство, есть и любовь. Работу иконописцы планируют завершить в первых числах сентября, после чего прихожане смогут воочию лицезреть храмовую живопись во всей красе. И в неустанной молитве они будут вглядываться не в белые стены, а в умиротворенные лица святых. Елена Афанасьева, Радмир Синглов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Такими были новости понедельника. Я прощаюсь с вами. Удачной недели и только хороших новостей. Увидимся.